Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. 17 мая 2018 года мой младший брат Абдурахманов Мухаммад, который проживает в Германии, был задержан немецкой криминальной полицией. Он был отпущен тот же день, и сейчас он находится на свободе, и все относительно хорошо. Но почему был задержан мой брат, и в чем же его обвиняют, давайте разбираться. Итак, рано утром 17 мая в общежитие, в котором проживает мой брат со своей семьей, прибыли сотрудники немецкой криминальной полиции и предъявили моему брату ордер на обыск, в котором было написано, что обыск осуществляется по причине того, что мой брат 11 марта 2018 года на своей странице Facebook опубликовал пост, на котором были изображены некие лица с автоматами Калашникова, и на них была символика ИГИЛ. Если бы немецкая криминальная полиция не предъявляла бы этот ордер, а, например, сказала бы: «Ты нам не нравишься, и поэтому мы приехали, и мы сейчас будем обыскивать твою комнату», то это, конечно, меня возмутило бы, безусловно, но, наверное, меньше возмутило бы, чем наличие вот этого ордера и этой абсурдной причины в нем. Я, конечно, узнав об этом, сразу же посетил страницу своего брата в Facebook, нашел публикации за 11 марта 2018 года и обнаружил там действительно публикацию, на которой были действительно изображены люди с автоматами Калашникова, и на них была символика ИГИЛ. Только это был не пост, а репост. Репост статьи немецкого издания Deutsche Welle под названием «Откуда получают оружие боевики ИГ». Вот этот репост. Я на всякий случай замазал автоматы Калашникова и символику ИГИЛ, чтобы мало ли у немецкой криминальной полиции не возникли и ко мне какие-то претензии из-за этого видео. То есть мой брат 11 марта 2018 года во второй половине дня листал ленту в своем Facebook и наткнулся на статью Deutsche Welle, на которых он, очевидно, был подписан, под интересным названием «Откуда получают оружие боевики ИГ». Он решил ее прочитать, открыл, прочитал, нашел эту статью интересной и решил, что нужно поделиться этой статьей со своими френдами в Фейсбуке. И сделал репост этой статьи. Репост статьи немецкого издания Deutsche Welle. В это самое время какой-то сотрудник криминальной полиции Германии просматривал, очевидно, страницу моего брата и наткнулся на эту публикацию, на этот репост. И усмотрел в этом нарушение немецкого закона. И он решил провести обыск, но не в редакции Deutsche Welle и не у авторов этой статьи Матиаса фон Хайна и Александры Ёлкиной. Нет, он решил провести обыск у моего брата. Вы понимаете абсурдность этой ситуации? Допустим, вы покупаете в Германии какую-то газету, читаете, находите там некую статью под названием, например, «Откуда боевики ИГИЛ получают оружие», и там изображены люди с автоматами Калашникова, и на них символика ИГИЛ. Вы находите эту статью интересной и решаете, что ваш сосед, проживающий с вами на одной лестничной площадке, тоже должен ее прочитать. Вы стучитесь к нему и говорите: «Вот, прочитай, пожалуйста, здесь интересная статья», даете ему эту газету. И завтра, на следующее утро, к вам приезжает криминальная полиция Германии с ордером на обыск за то, что вы распространили эту символику. Немецкая криминальная полиция не видит никаких проблем в том, что немецкое издание печатает эту статью, но она видит проблему в том, что вы еще кому-то даете ее почитать. Оказывается, вы нарушаете законы Германии. И вы понимаете, что если бы эта статья была бы, допустим, какого-нибудь российского издания, скажем, «Новой газеты», то мы могли бы предположить, что российское издание возможно, напечатало что-то, что не нарушает российских законов, но при этом может нарушить немецкие законы.
Ну, такое возможно в теории, хотя, в принципе, тоже абсурдно. Но здесь немецкое издание, которое располагается на территории Германии и работает в соответствии с немецкими законами, печатает статью, и к ней не возникает никаких вопросов. Но человек, который эту статью репостит на своей странице в социальных сетях, он, оказывается, нарушает законы Германии. Вы можете себе такое представить? Эту статью на одной платформе Facebook репостнули еще 88 человек. Но я подозреваю, что к этим людям не приходили с обысками представители немецкой криминальной полиции, как и не приходили они в само издание Deutsche Welle. Почему из всех людей, сделавших репост данной статьи, законы Германии нарушил только мой брат, и с обыском пришли только к моему брату? У меня нет ответа на этот вопрос, но очевидно, что эта публикация в Фейсбуке моего брата была просто причиной для немецкой криминальной полиции, чтобы провести обыск в его комнате и провести допрос. И надо отметить, что это была неудачная причина. Что ж, обыск был проведен. У моего брата были изъяты телефоны, еще некоторая техника. Были также изъяты флаги. Но нет, не ИГИЛ, а флаги Чеченской Республики Ичкерия, государственные флаги. Мой брат был доставлен в полицейский участок, где в течение 5-6 часов проводился допрос моего брата, и вопросы были связаны отнюдь не с публикацией в Фейсбуке, их интересовали совсем другие вещи. Некоторые люди могут сказать, что у меня паранойя, но когда ты оказываешься в шенгенской базе данных как преступник вооруженный и опасный по инициативе Германии, в результате чего у тебя возникают крупные проблемы, и ты 6 месяцев проводишь в тюрьме вместе со своей семьей. Затем загадочным образом, без объяснения каких-либо причин, ты исчезаешь из этой базы, опять-таки по инициативе Германии. Затем уже в Польше, когда ты получаешь очередной запрос от Германии, что она все-таки снова рассматривает вопрос о включении тебя в эту базу данных. Затем, когда ты проводишь определенную работу, нанимаешь адвоката, отправляешь запросы и получаешь ответ, что нет, мы не имеем никаких претензий, не собираемся его включать в эту базу данных, а затем приходят к твоему брату с обыском с абсурдной причиной, указанной в ордере на обыск, задерживают, допрашивают. Это выглядит, мягко говоря, очень подозрительно. Хотя нет, наверное, у меня паранойя. То, что произошло с моим братом, это очень серьезный инцидент, на который в первую очередь должны обратить внимание издания Deutsche Welle. И на это должны обратить внимание журналисты, правозащитники и общественность. Это нельзя просто так оставлять. Ведь это очень серьезный прецедент. Мы с вами возмущаемся тому, что в России за репост в социальных сетях дают реальные сроки. Но Германия сейчас находится не так далеко от этого, буквально один шаг. Я надеюсь, немецкая полиция разберется во всем происходящем и перестанет создавать проблемы мне и моей семье. Нам достаточно одной страны, России, которая создает нам эти проблемы незаконным образом, преследуя нас и нарушая наши права, гарантированные нам международным правом. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров.